This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me, invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop or never know? Гостеприимная земля Осетии приветствует всех, кто устремлен в будущее. Те, кто сегодня будут состязаться, завтра будут решать научные задачи искусственного интеллекта. Пусть сегодняшние роботы еще похожи на игрушки. Это способ познать себя, найти свой путь в науке, научиться создавать умных роботов в помощь человеку в любой области науки и техники. Участников открытого первенства Северокавказского федерального округа по робототехнике приветствует Такоев Сергей Керменович, председатель правительства Республики Северная Осетия Алания. Я рад приветствовать всех гостей в нашем бизнес-инкубаторе, IT-парке на празднике науки и техники. Я очень рад, что вот это, как и задумывалось, вот это здание, вот это помещение становится именно тем местом, где собирается творческая, одаренная молодежь. Поэтому уже 6-й год в России при поддержке президента России действует государственная программа, которая помогает реализовываться тем творческим идеям, которые, ребята, зарождаются у вас, у ваших сверстников, и у которых есть способность что-то придумывать, что-то творить. Мы тоже в республике делаем сейчас стратегическую программу по поддержке одаренной молодежи именно науки и техники. Я вам желаю, это самое прекрасное, наверное, когда занимаешься любимым делом, творишь и придумываешь то, что воплощаешь в жизнь то, о чем мечтаешь. Поэтому я вас всех приветствую на первом открытом первенстве Северокавказского округа по робототехнике. И желаю вам успехов не только в этой области, но во всех сферах жизни. Вы замечательные, вы классные, и дай Бог, чтобы все у вас получалось. Успехов вам! Слово предоставляется Таболовой Тамаре Салтанбековне, председателю Комитета парламента Республики Северная Осетия Алания по образованию, культуре и информационной политике. Я большой друг тех деток, которые занимаются робототехникой, и их руководителя нашей любимой Танечки давным-давно. Слава Богу, что создание, вообще искусственный интеллект до сих пор зависит от человеческого интеллекта, от интеллекта вот этих замечательных детей, которых и детьми не назовешь, потому что они делают то, на что, например, большинство представителей нашего поколения в принципе не способно. Я хочу сказать вам спасибо огромное за то, что вы есть, и хочу заверить всех в том, что все прекрасно понимают, что вот эти дети, их идеи, которые будут формировать будущее, никогда не останутся без поддержки. Всегда будут рядом находиться люди, которые помогут вам в воплощении ваших идей. Нисколько в этом не сомневайтесь. Удачи вам. И спасибо огромное руководителям, которые тратят время для создания вот таких вот бриллиантов, которые будут платформой нашего будущего. Спасибо вам огромное. В 21 веке роботизированные системы стали неотъемлемой частью большинства производственных площадок мира, незаменимы при чрезвычайных ситуациях. Интеллектуальные технические системы способны исследовать поверхности удаленных планет, глубины океана, молекулярную структуру веществ на наноуровне. Роботы заменяют человека почти во всех сферах его деятельности. Образовательная робототехника – современное, актуальное направление детского технического творчества.
органично сочетает науку, технику и спорт, развивается стремительными темпами. В дополнительном образовании Северной Осетии и Алании идеи робототехники активно рассматриваются с 2008 года. Школьники создают программируемые транспортные средства, являются победителями российских и международных конкурсов. Ведется работа по развитию спортивной робототехники. В 192 школах республики младшие школьники осваивают роботизированные наборы. Первые республиканские соревнования по робототехнике показали актуальность внедрения программируемых технических устройств в учебный процесс и формирования компетенций для дальнейшего обучения школьников на инженерных направлениях высшего профессионального образования. Цель первенства – содействовать развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи. В первенстве по робототехнике принимают участие команды республик Северо-Кавказского федерального округа, от Чеченской республики, команда Республиканского центра детского юношеского творчества, команда Дома юных техников Грозненского района, команды от Республики Кабардино-Балкария, команды от Ставропольского края, от Республики Северная Осетия Алания, команда Республиканского центра детского технического творчества. Мы рады приветствовать участников и гостей соревнований на гостеприимной земле Осетии. Объявляю порядок проведения первенства. Открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике проводится по 4 видам состязаний в соответствии с международными регламентами. Гонки по линии, сумо, лестница, кегель-ринг. Представленные участники и модели будут состязаться в скорости, точности ориентирования, надежности конструкции. Определит победителей компетентная судейская коллегия. Главный судья Трузян Георгий Вагинакович. Все зоны состязаний обозначены соответствующими указателями и находятся в правом крыле. Помимо этого в программе первенства выставка достижений и показательные выступления юных конструкторов Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в области робототехники, а также мастер-классы, так называемая песочница, которая у нас находится в левом крыле и обозначена тоже соответствующими указателями, а также презентации производителей роботизированных комплектов. Одна из целей нашего мероприятия – привлечь как можно больше участников в наше первенство. Оно потому и открытое, что каждый желающий может попробовать свои силы в песочнице. А если хватит мужества и творческих способностей, то и поучаствовать в основных соревнованиях первенства. Хочу напомнить, что прямую трансляцию осуществляет канал Осетия ТВ. Ну, само то, что первое открытое первенство Северо-Кавказского округа проходит у нас это радует, и мы считаем, что это так отметили те достижения, которые в этой области в республике делаются, наших деток. И то, что вот здесь присутствуют дети со всех районов и показывают, это сегодня праздник науки и техники. Что это у детей развивает инженерную мысль, детей развивает творческую мысль. Это очень важно. Не обязательно, что кто-то какие-то зарегистрирует большие изобретения, достижения, а факт то, что дети развиваются и мыслят совершенно по-иному, творчески подходят к решению вопроса. Это очень важно. И 6-й год в России действует программа поддержки при поддержке президента России. Вот мы тоже сейчас разрабатываем в республике, чтобы именно стратегическая программа, которая будет поддерживать одаренных детей, которые
в науке и технике какие-то, ждем от них достижений. Но только начало, как вообще дальше вы видите развитие вот именно таких соревнований, чтобы между школьниками различных регионов, чтобы именно присутствовал такой соревновательный момент? Любой творческий человек, когда что-то изобретает, ему хочется кому-то показать и с кем-то сравнить свои достижения. Поэтому да, это и без нашего участия я не сомневаюсь, что будут много соревновательных моментов. Республика будет поддерживать? Безусловно. Давайте кратко познакомимся с правилами соревнований. Гонки по линии – самая большая трасса по площади. Смысл соревнований в чем? Роботы участвуют по одному, и задача робота – пройти вдоль черной линии, которая имеет прямые участки, участки с левыми и правыми закруглениями, не сбиваясь с этой линии от линии финиша, то есть от линии старта до линии финиша, за максимально короткое время. То есть выиграет тот, кто пройдет эту линию, не сбиваясь, и сделает это быстрее всех остальных. Мы продолжаем прямую трансляцию. С нами здесь Олег Чур, первый победитель номинации «Гонки по линии». Олег, скажи, пожалуйста, как твои эмоции? Ну, ты счастлив? Да, я очень счастлив. Сегодня моя первая победа за всю жизнь. Я первый раз на соревновании по робототехнике. Сегодня я выиграл с временем 22 секунды. Отличный результат. А как долго ты готовился к этим соревнованиям? Я готовился примерно месяц. Мы строили робота и программировали его. Ты сделаешь болид Формулы-1, если тебе дать больше месяца? Ну, возможно. Молодец, поздравляю тебя. С нами Алан Огоев, министр образования и науки Северной Осетии. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее мероприятие. В рамках концепции математического образования и отдельному направлению, которому мы уделяем внимание, это информатики, развитие информатики в нашей республике, мы планировали проведение открытого первенства в Северокавказском федеральном округе по робототехнике. Это наш второй уже опыт. Впервые мы в прошлом году провели республиканский чемпионат. В этом году мы уже провели его на уровне округа. Я с большим удовлетворением отмечаю, что колоссальный, огромный интерес со стороны детей, ребят. Причем, если обратить внимание, то мы увидим здесь как начальную школу, среднее звено и, соответственно, уже выпускники школ, которые готовятся к поступлению. Для нас очень важно, что формирование навыков исследования, научного исследования у детей посредством программирования готовит их к такой специальности, как инженер. И сегодня это очень востребованная специальность, и развитие этих навыков позволяет через именно робототехнику, через роботов, через программирование, создание своих уникальных программ развивать эти компетенции. С нами в прямом эфире Катерина Гудкова,
представитель компании Lego. Ваша компания ассоциируется у нас всех с игрушками. Чем еще занимается ваша компания, кроме игрушек? В конце 70-х годов в компании Lego было создано новое направление, и занимаемся мы тем, что совместно с мировыми ведущими вузами, такими как Кембридж, Массачусетский технологический университет, мы создаем эффективное и инновационное оборудование для обучения детей, для эффективного обучения детей, начиная от 1 года и заканчивая 1-2 курсом вуза. Расскажите нам про мастер-класс, который проводил Lego сегодня. Сегодня здесь мы вам показывали новинку 2013 года, конца 2013 года. Это робот 3-го поколения. Мы привезли сертифицированного мастер-тренера, который обучил ваших педагогов, показал им различия с роботом прошлого поколения, и они смогли каждый попробовать самим запрограммировать его, запустить и фактически поучаствовать в образовательном процессе. А Lego Education, что это такое? Можете подробнее рассказать? Да, и это одно из направлений глобальной датской компании Lego Group. Мы поставляем именно комплексные решения, которые состоят из обучающего материала. Это датчики, сенсоры, набор Lego кубиков. И всегда это идет дополнительное программное обеспечение для педагога с разработанными методическими рекомендациями от 20 до 60 уроков с пошаговым поурочным планированием для проведения урока. Спасибо большое, Екатерина. Удачи вам. В RoboSumo участвуют одновременно 2 робота от разных команд, которые устанавливаются напротив друг друга у красных линий. По команде судьи роботы двигаются навстречу друг другу, пытаясь вытолкать соперника за границы круга. Соответственно, выигрывает тот, кто вытолкает своего соперника за пределы.
нами здесь Хаджиев Ислам, победитель номинации «Сумо». Поздравляем тебя, Ислам. Скажи, пожалуйста, долго готовился ли ты к этим соревнованиям? Ну, этому соревнованию мы готовились месяц, но этого робота я создал за 5 дней. Ну, добавлял, получился такой. Ничего себе, такой вопрос сразу набегает. Если тебе дать больше дней, ты кого соберешь нам? Не знаю, если воображение... Что у тебя в следующих планах? Какие-то новые есть задумки? Пока что нет. Ждешь следующих приглашений, да? Еще хотел спросить, вот как вообще готовятся к этим турнирам? Что делают, с чего начинают? Как вообще это происходит? Ну, это начинает с маленьких деталей, собирает на тебе воображение, в голову приходит какая-то идея, и ты собираешь такого танка или, не знаю, других роботов. Почему именно сумо? Почему не другое какое-нибудь направление, не другое? Именно сумо вот решил. Я хотел и другие, хотя просто сумо вышел лучше, поэтому я выбрал это. Спасибо большое, Ислам. Из нашей республики, Чеченская республика, приехали такой большой делегацией, у нас 6 команд, это и районы республики, и город Грозный. Мы, конечно, готовились к этому мероприятию, не так давно, наши кружки некоторые работают по робототехнике около полугода, поэтому это наш такой для некоторых детей это первый опыт принятия участия, но дети очень готовились, переживают, есть уже какие-то свои маленькие победы и маленькие поражения, но это бывает, это соревнования. И мне хотелось сказать об организации вообще этого мероприятия. Наши преподаватели робототехники, которые уже побывали на других мероприятиях, говорят, что организация очень хорошая, им все нравится, все удобно для детей, все продумано. Огромное спасибо организаторам за то, что так подумали о тех условиях, в каких дети будут соревноваться. Скажите, пожалуйста, как развивается робототехника в вашей республике? Какими темпами? Да, для нашей республики это на сегодняшний день это такое новое направление. Наверное, самый старый кружок, так скажем, по робототехнике, он, наверное, работает год, а все остальные полгода, несколько месяцев. Но перспективы у этого направления, конечно, большие. Сегодня Министерством образования проделывается большая работа по оснащению образовательных учреждений, образовательной робототехникой, для того, чтобы дети сегодня могли создавать своих роботов, работали в этом направлении. Это, наверное, самая востребованная на сегодняшний день, одна из самых востребованных и интересных для детей тема. Спасибо большое, Игорь. С нами в прямом эфире заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия Алания Леонид Кесельбреннер. Скажите, пожалуйста, вы курируете это направление. Расскажите о сегодняшнем мероприятии. Я просто восхищен и удивлен, и приятно удивлен, и потрясен. Сколько таких умных глаз детишек. И, конечно, самое главное даже не их лица и взгляды, а то, что они своими руками делают. Эти модели, это просто, мне кажется, уникальные совершенно вещи. И я так думаю, что вот за этими детишками наше будущее. Вот я единственное хотел бы, чтобы они все продолжили вот по этому пути, пошли, по которому идут. И чтобы они со временем пополнили армию наших айтишников, наших высокопрофессиональных программистов, специалистов. И чтобы в этом здании они стали полноценными жителями этого здания. Не просто вот так, как гости, а чтобы они здесь стали жителями, получили, так сказать, свои какие-то преференции в будущем. И надо делать все, чтобы создать им эти возможности, потому что надо поддерживать их детей. Я как будто в другой мир попал. И хочу им пожелать, дай Бог, больших успехов, их пытливым вот этим вот стараниям. А мы, правительство, должны делать все, чтобы их поддерживать. И, конечно, вот тех людей, которые рядом с ними, преподавателей, тьюторов, как мне сказали, это вот учителя, преподаватели школ городских, центров. Им низкий поклон за то, что они работают, за их подвижнический, в прямом смысле этого слова, труд. Я желаю им тоже не уставать
не останавливаться. Когда рядом с этими умненькими детишками есть такие хорошие люди, взрослые, преподаватели, думаю, что все у них получится, и за ними большое будущее. Это та творческая интеллигенция наша, научно-техническая, которая в дальнейшем будет прославлять и город, и республику, и нашу IT-отрасль не только в Осетии, а и в России, и, может быть, даже и в мире. Самое технически сложное соревнование – это лестница. Робот должен подняться по ступенькам лестницы как можно выше. Каждая ступенька оценивается определенными баллами. Роботу создается дополнительная трудность в том, что наверху него находится корзина. В корзине кладется вареное куриное яйцо. Робот с этим яйцом поднимается до верха, разворачивается, спускается вниз. Баллы начисляются за высоту ступенек, которую он преодолел, за целостность яйца. Время на проведение одного тура 2 минуты, максимальное время. Transformation.
победитель в номинации «Лестница» Хохоев Тимур. Поздравляем тебя. Стал победителем, как ты уже слышал. Это твои первые соревнования? Нет, у меня были до этого соревнования. В тот раз я занял 2-е место. Соревнования проводились гонки по линии. Надо было робот и проехал по линии за минимальное время. Волновался? Ну, волновался, и на этих волновался. Но все равно понравились соревнования, больше, чем волновался. А какова главная особенность твоего робота? Сможешь рассказать? Главная особенность его заезжать на ступеньки. Ступеньки все выше и выше. Получилось у меня его собрать не сразу. До этого я пытался много конструкций, но это оказалось самой удачной. А вот эти вот все детали, ты все сам конструировал, да? Конструировал я сам. Иногда мне, конечно, помогал мой преподаватель Алексей Федорович, но в основном все делал я сам. А соперники серьезные? Соперники были серьезные. С ними было очень трудно соревноваться. А у тебя уже есть какие-то планы на будущее? Чем ты хочешь заниматься? Ну, на будущее я мечтаю стать архитектором и техником. Мы продолжаем прямой эфир. С нами генеральный директор Центра информационных технологий Дмитрий Рейсик. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как ваши ощущения от сегодняшнего дня? День добрый, и мои ощущения, они действительно радостные. Достаточно много эмоций я испытываю. Это связано с тем, что, как сказал сегодня председатель правительства Сергей Кременович Такоев, государство и власти республики, они были нацелены на то, чтобы здесь, в рамках здания IT-парка Лания, существовала жизнь. Об этом говорили и Марк Шмулевич, заместитель министра Российской Федерации связи и массовых коммуникаций. Об этом говорил и сам министр Николай Никифоров. И вот Сергей Кременович на открытии сегодня тоже об этом сказал. Главное, чтобы, и это главная задача была, которую мы сегодня начали решать, создать здесь атмосферу креатива, творчества, атмосферу создания и создания чего-то нового, инновационного. Так вот, сегодняшнее мероприятие, это чемпионат открытый по робототехнике, это именно такое мероприятие. Таких мероприятий будет целый ряд. А с чем связаны эмоции сегодняшнего дня, во всяком случае в моих глазах, это с тем, что я вижу тот же самый огонь в глазах детей. Тех ребят, которые сегодня и пришли сюда в качестве участников, и тех ребят, которые сегодня здесь присутствуют многочисленно в качестве зрителей. Так вот, это мероприятие для вот этой молодежи, для нашего, по сути, завтрашнего дня является таким фундаментальным для того, чтобы они больше поняли, что они хотят делать. Ведь мы еще вот с коллегами ходили, смотрели, у ребят горят глаза, они создают что-то. Это на самом деле завтрашний день инженерии, завтрашний день нашей республики и России. Если оно будет с таким лицом, с молодым, с азартным, с горящими глазами, то и будущее у нашей республики будет точно такое же. Поэтому все мои эмоции связаны именно с тем, что я на сегодняшний день вижу. У нас есть будущее, у нас есть дети, которые готовы создавать, творить, работать, у которых горят глаза. И это должно радовать, в принципе, всех нас. Участники соревнования Кегель-ринг, тоже, пожалуйста, соберитесь возле своей трассы.
С нами участник соревнований Мирзаев Рамзан из Грозного. Нам стало известно, что ты победил в кегель-ринге. Поздравляем тебя. Твои впечатления? Ну, я очень рад. И мне это кегель-ринг, это мне очень ближе, чем сумо, лестница и песочница. Но это мне очень ближе, да. Я очень рад. Спасибо всем, кто это все затеял. Спасибо. Это твои первые соревнования? Да, первые. Я еще не опытный. Я занимаюсь робототехникой примерно 2 месяца, не больше. Да. Главная особенность твоего робота? Главная особенность моего робота, он, знаете, такой небольшой, и я не впихиваю в него такие ненужные штуки. Но самое главное, только самое главное. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию. И у нас с микрофона Глеб, представитель лицея номер 2 города Нальчик. Глеб, расскажите, пожалуйста, что за Скорпион, что за робот крутой у вас здесь? Ну, мы собрали с робота Скорпиона. У него есть 2 режима, автономный и на джойстике. Сейчас он на джойстике. На джойстике он умеет выполнять ряд движений. Например, шаг вперед, шаг назад, вправо, лево. Также есть более сложные движения. Это удар хвостом, клацание клешнями. Также он может лечь спать. Расскажи, а чем этот робот отличается от роботов, которые выступают здесь, на этих соревнованиях? Во-первых, это совершенно другая фирма их выпускает. Это Роботист и Технолаб вместе. Там выпускают Лего. Это более сложные роботы, совершенно другой принцип у них работы. Пока что нету соревнований по ним. Давайте продемонстрирую автономный режим. Это интересно. Он двигается, пока видит препятствие. Он двигается вперед, пока не увидит препятствие. Вот сейчас он увидел ногу, атаковал. Пошел несколько шагов назад, то есть 5. Поворачивается примерно 90 градусов и продолжает идти. Наступил самый кульминационный момент. Мы начинаем объявлять протокол жюри, решение судей по результатам ваших соревнований. 4 вида состязаний было в нашем первенстве. Номинация «Гонка по линии». Дипломом 1-й степени награждается Щур Олег, Республиканский центр детского технического творчества, Республика Северная Осетия, Алания. Номинация «Кигель-ринг». И дипломом 1-й степени награждается Мирзоев Рамзан, Дом юных техников Грозненского муниципального округа. Номинация «Лестница». И дипломом 1-й степени награждается Хохоев Тимур, Республиканский дворец детского творчества. Номинация «Сумо». И дипломом 1-й степени награждается Хажиев Ислам, Республиканский.
командное первенство. Дипломом 3-й степени открытого первенства Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике награждается команда «Экстрим», Дом юных техников Грозненского муниципального района, Чеченская Республика. Чеченская Республика. Дипломом 2-й степени награждается команда «Электро», Республиканский центр детского юношеского технического творчества, Чеченская Республика. Чеченская Республика. Первых мест 2. Дипломом 1-й степени награждается команда «Робот Т-34», Республиканский дворец детского творчества. Детского творчества.